О том, что замена и установка приборов учета электрической энергии для населения вот уже 1,5 года, как на безвозмездной основе, большинство жителей Коми, похоже, не знает. К такому выводу пришли в Общественной палате республики. Здесь состоялась рабочая встреча с сенатором Еленой Шумиловой. Обсуждали новые требования в федеральный закон, который вступил в силу 1 июля прошлого года. Напомним, ответственность за приборы учета электроэнергии перешла к энергетическим и сетевым компаниям. Почему же люди продолжают ставить счетчики за деньги, узнала Анастасия Тюрнина. За круглым столом общественники, представители энергетических и сетевых компаний, управляющие компании и ТСЖ. В роли модератора впервые в Общественной палате Коми сенатор Российской Федерации. Елена Шумилова экспертам задает вопросы от жителей Коми. Сегодняшний круглый стол, он не зря возник. Были множество обращений, в принципе, еще и во время моей работы на телеканале «Юрган», когда жалобы были и от пенсионеров, и малоимущих, и, да и вообще от граждан республики по поводу платной установки приборов учета. Есть поручение Валентины Ивановны в обязательном порядке отмониторить эту ситуацию в каждом регионе и представить доклад. С 1 июля 2020 года ответственность за приборы учета электроэнергии перешла к энергетическим и сетевым компаниям. С потребителя снята ответственность за обслуживание и проверку приборов учета. Осталась лишь обязанность следить за сохранностью прибора, если он установлен в квартире или на земельном участке. Это значит, что все затраты, которые ранее несли потребители, теперь на поставщиках энергии и сетевых организациях. Как поделить зоны ответственности? Гарантирующий поставщик отвечает за многоквартирные дома, начиная с общедомового учета и до каждой квартиры. Сетевая организация отвечает за все остальное. Ну вот в части жителей это индивидуальные жилые дома. То есть сразу можно понять, к кому обратиться. Если многоквартирный дом, то в комис-бытовую компанию. Если индивидуальный жилой дом, то в сетевую компанию. Именно поставщики и сетевые компании ведут реестры потребителей, имеют информацию об установленных приборах учета, знают их параметры. А еще сами составляют графики, где и когда их нужно заменить. Причем, как уже было сказано, на безвозмездной основе. И даже в том случае, если счетчик вышел из строя раньше времени. Мало того, с 1 января будущего года в Коми, как и по всей стране, начнут устанавливать уже так называемые умные счетчики. Они способны передавать показатели в энергокомпании в автоматическом режиме. Потребителю уже больше не нужно передавать свои собственные приборы учета, не надо заботиться о передаче показаний. Значит, в будущем потребитель также сможет обратить или посмотреть на сайте сетевой компании, или будет общий большой, значит, портал Россети, в котором он может посмотреть свои нагрузки. Одна отговорка. Пока такие приборы учета могут появиться лишь там, где есть интернет. И все же, несмотря на то, что вот уже 1,5 года все работы ведутся за счет самих энергетиков, люди продолжают жаловаться на то, что с них взимают плату за установку или замену прибора. Причина проста. Жители Коми продолжают вестись на уловки мошенников. А все из-за незнания. Пробелы нужно устранять. К примеру, привлечь к просветительской работе социальных работников. С таким предложением выступает сенатор Елена Шумилова. Второй момент – это внесение изменений в закон, который позволит менять счетчики сразу же, проводить эту работу моментально в многоквартирных домах. То есть это упростит и, во-первых, сам процесс установки, и, во-вторых, приведет к нормативному состоянию те самые приборы учета, то есть к нормативным требованиям, систему подачи информации о потребленной электроэнергии. Здесь совместная работа, и я думаю, что мы ее будем мониторить вместе с Общественной палатой на протяжении полугода для того, чтобы уже сказать, что и как идет, и, возможно, поделиться опытом с другими регионами. Общественники предлагают подключить к просветительской работе и управляющие компании. А еще подготовить для населения специальную памятку. В ней будет четко расписано, кто должен менять счетчики, чтобы для населения это было бесплатно. Анастасия Тюрнина, Олег Юшков, телеканал «Юрган».